Здравствуйте. Сегодня отмечается Всемирный день ООН. Эта организация работает в 166 странах мира. И Кыргызстан является участником этой организации с 1993 года. Ее мандат заключается в продвижении устойчивого человеческого развития и доступе к международным знаниям, опыту и ресурсам. О деятельности этой организации в нашей стране мы сегодня поговорим с координатором ООН и постоянным представителем ООН в Кыргызстане Александром Аванесовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, позвольте вначале поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо. Мы вам желаем успехов. Спасибо большое. Ну и первый вопрос. Начнем с того, скажите, пожалуйста, на чем сфокусирована вообще деятельность ООН и программа развития за время работы в Кыргызстане в основном? Мы всегда работаем на основе двух вещей, двух принципов. Это принцип первый, это приоритеты национальные. И второе – это те нормы международные, нормы Организации Объединенных Наций, прежде всего Устава ООН, под которыми подписался и Кыргызстан. Вот это два принципа, на основе которых мы работаем. И исходя из этого, в Кыргызстане мы стараемся прежде всего строить абсолютно все наши проекты, а их сейчас около 100 вот в данный момент, даже, может быть, чуть больше, на национальных приоритетах. А что это за национальные приоритеты? Если в двух словах, то это прежде всего реализация программы устойчивого развития, которая была принята в 2013 году. Это вопросы, связанные с решением таких проблем, как улучшение жизни людей, сокращение тех, кто живет ниже черты бедности. Это вопросы, связанные со стабильностью, это вопросы, связанные с миростроительством и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, наши приоритеты, они сформулированы в нашей программе пятилетней, которая называется «Рамки содействия Кыргызстану в области развития», так называемый УНДАФ. Как мы знаем, ПРООН продвигает устойчивое человеческое развитие. Если объяснить просто и доступно, в чем заключается это направление, с какими сферами оно связано и какой эффект предполагает? Но если сказать, что такое устойчивое развитие, это развитие, которое позволяет стране и ее поколениям жить благополучно, иметь достаточно ресурсов, и все те цели, которые включает устойчивое развитие, а их сейчас 17, как раз направлены на то, чтобы следующее поколение, так сказать, продолжало развиваться и дальше, и жить в условиях нормальной экологии, нормального социального климата и в условиях, когда есть работа и возможности для существования. А вот скажите, в 2012 году были разработаны, если говорить на языке ПРООН, новые рамочные основы помощи Кыргызстану до 2016 года. На что направлена эта помощь и какие результаты получены? Это ООНовская программа пятилетняя, да, совершенно верно. Там 4 компонента больших. Это прежде всего миростроительство, защита прав человека, прав людей, предотвращение конфликтов и госуправления. Второе – это сокращение бедности и создание условий для дальнейшего экономического развития. Третье – это социальная сфера, обеспечение социальной системы, которая будет способствовать решению социальных проблем, таких проблем, как, скажем, помощь малоимущим, создание социальной системы для детей и так далее. И вообще наша работа здесь, она оперативная. У нас вся наша деятельность заключается только в том, чтобы осуществлять проекты, которые мы согласуем с нашим партнером, а нашим партнером является правительство, но в консультациях и с гражданским сектором, и с населением страны. Поэтому, когда мы говорим, например, о стратегии устойчивого развития, то мы, прежде чем что-то советовали и правительству, и там для себя тоже какие-то формулировали документы, мы обязательно проводим диалог, то, что называется общественное слушание, или диалог вообще с людьми,
которые здесь живут, чтобы понять вообще, что они думают о развитии. Вот. В этом отношении я всегда ссылаюсь на 11 приоритетов, которые были благодаря вот такому диалогу, опросу определенной части населения, но выборка была такая географически широкая и с точки зрения социального положения, значит, давала возможность нам выявить вот приоритеты, на что люди обращают внимание. Ну, я первые 4 назову. Это создание рабочих мест и развитие экономики. Второе – это эффективное государственное управление, борьба с коррупцией. Третье – здравоохранение. И четвертое – образование. Ну, а если говорить, вот, подводя итоги вот, этого 4-летнего цикла, какие проекты, на ваш взгляд, вот, были удачные, реализованные? А над какими необходимо ну, работать еще много и много. Но я бы выделил прежде всего проекты, связанные по линии ЮНИСЕФа, которые осуществлялись, это по дошкольному образованию. Я выборочно беру, потому что если я сейчас начну говорить о 100 проектах, мы сегодня не завершим нашу беседу. Вот, значит, вот по линии, давайте так, по линии первого блока, который я назвал, я бы выделил большой пакет проектов по предотвращению конфликтов и миростроительству. А суть их заключалась в укреплении доверия между населением и властью. Ну, как вы считаете, удалось? Я думаю, что многие из них принесли очень позитивные результаты. И они видны на статистике. Вот, например, количество конфликтных ситуаций в тех районах, где мы работали с этими проектами, в разы уменьшилось за последние несколько лет. Вот, например, в Баткенской области, да? Это весь юг, это Баткен, Ош, Джалалабад, но это все 7 областей. Но мы делали в основном наш упор на места, где проживают многие национальности, и где был, с учетом истории вопроса, значит, риск возникновения каких-то конфликтных ситуаций. Вот. И вот там, где мы работали с этими проектами, а там это касалось и вопросов, связанных с образованием, с многоязычным образованием. Это было связано с тем, с вопросами, связано с работой с религиозными сообществами, с медресе, например. Да? Это работа по улучшению услуг населению в этих районах. Это работа с молодежью, обеспечение, так сказать, условий, при которых молодежь не болтается на улице, а все-таки имеет возможность заниматься либо в каких-то специальных клубах, либо в школах. Вот. Это работа, которая была связана с большой деятельностью по формулированию поправок к законодательству. 7 крупных очень законодательных проектов было осуществлено, и вот в результате были сделаны соответствующие изменения в Уголовном, например, кодексе или в Уголовно-процессуальном кодексе. Очень серьезная работа велась по этому направлению с местными органами власти. Вот. Это вот особенно было направлено на то, чтобы, с одной стороны, анализировать ситуацию и укрепить возможности местных властей, которые видят, что происходит на местах, оценивать вот эти риски. Вот. И с другой стороны, дать возможность людям гораздо больше верить и полиции, и, так сказать, в целом местным органам власти по предоставлению им соответствующих услуг. А вы могли бы вот привести такой простой пример, например, по многоязычию? Вот как решается эта проблема? Ну, очень просто. Многоязычие – это методика, которая сейчас принята уже почти как государственная методика после пилотирования, которая позволяет, прежде всего, укрепить государственный язык, но при этом закрепить возможность изучения для всех. То есть, если раньше у нас были там узбекские, киргизские школы, русские школы, то сейчас, значит, в узбекских школах преподается киргизский язык, понимаете, и, соответственно, узбекское население имеет возможность изучать нормально государственный язык, тогда как раньше в узбекских школах киргизский язык преподавался там в совсем небольшом объеме.
Вот. И мы видим большую тягу, кстати говоря, увеличивающуюся тягу узбекского населения вот к кыргызскому языку. Это Вот, очень хорошо. вот, кстати, если говорить При о... этом не забывая свой язык. Ага. Ну, ваши вот эти проекты удаются, да, вот эту проблему все-таки Конечно, решать? конечно. Ага. Ну, Ну, понимаете, конечно, время покажет. Вот, но думаю, что это мы идем по правильному пути. Во всяком случае, так оценивает ситуацию и правительство, и многие люди на местах. а вот скажите, говоря о целях развития тысячелетия, какие из них являются главными для Кыргызстана и какова поддержка Ну, ПРООН в достижении этих целей? Ну, цели, как вы знаете, они вот в 2015 году уже как бы завершились, тысячелетие, сейчас устойчивого развития. Ну, во-первых, они все были важны, вот если цели тысячелетия, вот эти 8. Но главная цель вот в тот период 90-х, начала 2000-х годов, конечно, было сокращение бедности. Потому что в 90-е годы здесь крайняя бедность была порядка 30%. Это значит, люди жили меньше, чем на $1 в день. Значит, относительная бедность, где национальная такая черта, по национальной черте бедности, которая выше, конечно, чем $1 в день, она, по-моему, составляет около $4, если я не ошибаюсь. Значит, получается, что вот сокращение, от этого зависела вообще стабильность в стране. Значит, и это удалось. Потому что крайняя бедность сейчас составляет не более 2%, с 30 до 2 почти ее нет. Вот, а относительный уровень бедности сократился с 60 до 30, тоже большое сокращение. Сейчас новая повестка 2030, она ставит перед всеми абсолютно странами мира амбициозную очень цель к 30 году вообще искоренить бедность. Ну, это возможно? Я думаю, что это правильная цель. Вот. А уж как возможно или нет, это покажет будущее. Вот. Во всяком случае, цель абсолютно правильная, потому что если во многих странах будет продолжаться ситуация вот так, как она сейчас стоит, к сожалению, есть страны в тяжелейшем состоянии с этой точки зрения, то ничего хорошего там ждать не приходится с точки зрения ни стабильности, ни политического, ни вообще социального развития, никакого. Вот. Для Кыргызстана я считаю, что та цифра, которая достигнута, это хороший прогресс, но к 30 году ее, конечно, надо уменьшить кардинально. Ну, а со стороны ПРООН какова поддержка вот по этим целям? Вот вы Ну, можете реально вот так сказать? Эта поддержка, она разная. Это поддержка экспертная, это поддержка через те проекты, которые мы осуществляем. Если речь идет, проекты, вот если как раз если речь идет о ПРООН, то это прежде всего проекты, связанные с укреплением возможностей страны для создания рабочих мест и доходоприносящей деятельности. Это вот то, о чем я говорил, это Нарынская программа, это Ошская программа, это вот в прошлом еще Баткенская программа. Вот. Это серьезная очень работа по улучшению государственного управления через различного рода экспертные услуги, которые мы оказываем, в том числе через национальную экспертизу по формулированию, кстати, и новой стратегии устойчивого развития. Это проекты очень конкретные в области защиты окружающей среды и предотвращения стихийных бедствий, ну, например, борьбы с аваланшами. Это проекты, которые способствуют развитию торговли Кыргызстана. Вот через проект, он так называется, «Содействие торговли», поддерживается финским правительством. Это проекты социально-экономического подъема очень сложных мест, которые находятся где население живет в очень сложных условиях вблизи урановых хвостохранилищ. Ну и, конечно, большой компонент связан по-прежнему с проектами, которые снижают риски конфликтов. Вы возглавляете представительство ПРООН и ООН в нашей стране последние 5 лет. В следующем году вы завершите свою работу. Вот скажите, что вы могли бы записать себе в актив, а что в пассив за время своей работы в Кыргызской республике? В позитиве я отметил бы такую хорошую политическую готовность и руководства страны, и людей, и
местных органов власти к решению очень многих проблем. И это позволяет нам, так сказать, работать в очень благоприятных условиях, когда есть вот согласие в решении проблем. А в негативе я бы отметил, наверное, необходимость, вернее так, не то, что в негативе, а просто как вопрос, который, безусловно, надо решать. Это повышение потенциала и местных органов власти, и определенных и некоторых структур в реализации тех замечательных планов и стратегий, которые принимаются в стране. Вот повышение потенциала – это и повышение людского потенциала через привлечение сильных, молодых, образованных, мотивированных кадров. Вот. И такие кадры в Кыргызстане есть. Вот. Это, наверное, ну и, наверное, может быть, больше стабильности в государственном аппарате, в исполнительной власти. Вот. Так что вот если это будет происходить, я думаю, что мы увидим хороший результат реализации и новой будущей стратегии устойчивого развития, и повестки 2030, и других стратегий, которые в Кыргызстане, кстати говоря, очень плодотворно формулировались и принимались в последнее время и сыграли очень большую роль. Я бы особенно отметил стратегию по развитию государственного языка, я бы отметил и межэтническому согласию, я бы ответил такую стратегию по религиозным вопросам, которая здесь была принята. Мне кажется, что свои плоды даст стратегия по борьбе с коррупцией. И, кстати говоря, мы наблюдаем улучшение рейтинга Кыргызстана в этом плане международного. Вот. Так что вот так, наверное. Ну вот как раз таки, а вот в одном из интервью вы охарактеризовали Кыргызскую республику как образец поиска путей укрепления государства и борьбы с коррупцией. На основе чего была дана такая оценка? Ну, прежде всего, на основе политической воли, которая есть здесь. Собственно, коррупция, насколько я понимаю, и руководство страны объявило просто войну. Да? Так, вот такое у меня четкое складывается впечатление. Вот. И второе – это то, что здесь есть осознание и понимание того, что это не просто отдельные какие-то коррупционные дела, кейсы, там, но это такая системная работа. И мы видим то, что происходит и с точки зрения работы по закупкам, например, да, внедрение определенных методов, которые снижают уровень коррупции. Мы видим это в законодательной области через антикоррупционную экспертизу законов. Вот. Ну, уже не говоря о том, и вы это знаете, наверное, лучше меня, все эти антикоррупционные решения, которые были приняты в отношении конкретных людей. Вот. Так что я думаю, что есть перспектива. А главное, что здесь, мне кажется, у населения есть сильное желание с этим недугом бороться. Ну и в завершении, позвольте личный вопрос. Скажите, что вообще вам нравится в Кыргызстане? Из-за чего вы могли бы просто вернуться в гости к нам? Ну, я уверен, что я к вам вернусь, потому что со временем и у вас здесь замечательная совершенно природа. Я думаю, что я не оригинален в этом ответе. Многие, наверное, так скажут, но я обязательно вернусь сюда еще и потому, что у меня здесь много друзей. Вот. Буду внимательно следить за тем, как работает этот офис после моего отъезда. Вот здесь замечательный коллектив работает, так что я сюда наверняка буду время от времени приезжать. Возвращаться в гости. Да. Если не часто, то, по крайней мере, как-нибудь найду время. Ну что ж, большое спасибо вам. Спасибо. Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо. Желаем вам успехов. Спасибо. Но я хочу напомнить, что сегодня отмечается Всемирный день ООН, и о деятельности этой организации в Кыргызстане мы сегодня говорили с координатором ООН и постоянным представителем ООН в Кыргызстане Александром Аванесовым. Это все на сегодня. Всего доброго и до встречи.